Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы начинаем вебинар, который продолжает работу вчерашнего вебинара, на котором мы говорили о разработке модели эффективной школы и модели эффективного управления школой, работающей в социально неблагоприятных условиях. Сегодня мы остановимся более подробно на алгоритме разработки муниципальных и школьных программ по переводу школы в эффективный режим функционирования, в основе которых этих программ как раз и лежат те модели, о которых говорили вчера. Программа перевода в эффективный режим функционирования базируется на следующих нормативно-правовых актах. Все эти акты, которые вы сейчас видите на экране, являются действующими. Во-первых, это комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, которая была представлена правительством Российской Федерации в 2014 году. Из данной программы, разработанной на 13-20 годы, базирующиеся на других федеральных программах, в том числе развитие образования, федеральной целевой программы развития образования. Из этой программы можно при разработке своей программы взять то проблемное поле, которое сегодня объявляется на уровне Российской Федерации как общепризнанное. Например, несоответствие требований профессионального стандарта текущей профессиональной деятельности значительного числа педагогов, если эта проблема характерна для вашей школы, безадресный, неперсонифицированный характер определенной части программ повышения квалификации. Но я думаю, вот как раз для школ это не... Скажем так, если школа выбирает, может обозначить для себя эту проблему, если школа выбирает такие программы. Наличие разрыва между содержанием, технологиями и образовательными результатами основных профессиональных образовательных программ и так далее. Следующий документ, который может лечь в основу разработки, должен лечь в основу разработки вашей программы, собственно, сам профессиональный стандарт педагога, в котором прописаны требования к профессиональной компетенции учителя начальных классов, учителя основной, старшей школы с точки зрения выполнения им организации учебного процесса, воспитательной деятельности. Но для разработки программы, о которой мы сейчас говорим, нас больше интересует трудовая функция, которая называется развивающая деятельность. Именно в этой функции представлены те трудовые действия, которые будут связаны у учителя с работой с детьми, живущими в социально неблагоприятных условиях, либо имеющими определенные поведенческие проблемы. Но вот вы видите на экране сейчас у меня красным в этом документе выделены эти трудовые действия, а также необходимые для их выполнения умения и, соответственно, знания. При разработке программ мы учитываем это содержание, эти виды действий, умений и знания при разработке программы повышения квалификации или повышения профессионализма у учителей, при организации методической работы, а этот блок обязательно должен быть представлен в программах перевода школы в новый режим функционирования. Следующий документ – это план мероприятий, так называемая дорожная карта, изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки. Документ утвержден распоряжением правительства Российской Федерации в 2014 году. На этот документ мы опираемся при формировании своего плана, можем опираться при формировании своего плана мероприятий, который разрабатывается для решения тех проблем, которые вы будете обозначать в своей программе. Документ достаточно большой, вы видите, здесь 105 страниц, весь документ делится по видам образования, и нас очевидно, что не интересует первый раздел – изменения в дошкольном образовании в случае, если в вашей школе нет этой дошкольной группы. Структурирование всех программ строится примерно одинаково, обоснование проблемного поля, ожидаемые результаты, основные количественные характеристики, то есть индикаторы достижения этих результатов и, собственно, планирование деятельности. Я не буду проходить подробно по данному документу. Все документы, которые я сегодня представляю, будут размещены в поле после видеосъемки этого вебинара.
Концепция федеральной целевой программы развития образования, разработанная на 16-20 годы, утвержденная правительством Российской Федерации также в 2014 году, она является действующей, несмотря на то, что сама федеральная целевая программа развития образования вошла в состав и реализуется сейчас средствами большой государственной программы развития образования. В этой программе мне очень нравится этот текст этой программы, один из немногих, где приведен документов, в которых приведено очень хорошее обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы тем приоритетным задачам, которые сегодня поставлены, вернее, уже не сегодня, а и вчера поставлены были правительством, президентом Российской Федерации в отношении социально-экономического развития страны. Документ достаточно большой, вот вы видите небольшую заминку, он у меня долго загружается. Очень хороший приведен проблемный анализ в сфере образования. Познакомившись с данным документом, я думаю, у вас не должно возникнуть проблем при формировании этой части пояснительной записки, аналитической. Следующий документ, на который мы опираемся и который обязательно нужно изучить в рабочей группе при разработке программы перевода школы в эффективный режим функционирования, это письмо Министерства образования и науки Российской Федерации о реализации дополнительных мер поддержки педагогических работников, работающих с детьми и социально неблагополучных семей. Вы видите, это письмо достаточно свежее, датировано оно 3 августа 2015 года. И включает в себя небольшое письмо, всего 4 страницы, и включает в себя перечень тех мер, которые также мы включаем в свои программы работы на уровне региона. И этот документ может лечь в основу разработки муниципальной программы перевода школ в эффективный режим функционирования. Но именно тех школ, и тех педагогов, которые работают с контингентом детей, еще раз повторяю, социально неблагоприятных условий, живущих в социально неблагоприятных условиях. И еще один документ регионального уровня – это государственная программа Российской Федерации развития образования, разработанная на 18-20 годы. Обращаю внимание тех, кто не видел еще этих изменений. Последние изменения этой программы произошли буквально свежие 22 февраля 2018 года. Поэтому и программа датирована на 18-25 годы. Документ тоже достаточно большой. Этот документ отменяет предыдущую программу развития образования и постановление об ее изменении, которая была разработана на 13-20 годы. В связи с утверждением этой программы, мы надеемся, будет изменена и наша региональная программа развития образования, структурирована по-другому и с точки зрения ее содержания мероприятий. Вы видите, в этой программе уже присутствует необходимый документ, необходимая часть паспорт государственной программы развития образования. По аналогии с этим паспортом мы будем требовать и задавать именно такие требования к составлению программ муниципального и школьного уровня. Начинаться они будут точно так же с паспорта программы, с общей информацией о том, что дальше в ней будет представлено. Опять же, в данной программе документ достаточно большой, есть и все мероприятия, то мероприятие, которое мы сегодня с вами реализуем, это задача номер 2 и пункт задачи 2. Поэтому мероприятие называется 2.2, потому что вторая задача и второе направление решения этой второй задачи – работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, повышение их качества, формирование новых практик. Вот, это те документы, итак, это документы, которые являются нормативно-правовой основой разработки содержания программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Эти документы необходимо проработать, еще раз повторяю, в рабочей группе, которая будет заниматься разработкой своей программы, как на муниципальном, так и на школьном уровне.
Соответственно, в пояснительной записке мы ссылаемся на эти документы. Кроме этого, в основу вашей программы может лечь региональная программа перевода школ в эффективный режим функционирования, которая была разработана в прошлом году. Ее представляла, я о ней говорила вчера на вебинаре Мария Анатольевна Гавова. Итак, программа разрабатывается школой. Сегодня мы более подробно остановимся именно на школьном уровне программ, но по аналогии алгоритм одинаковый, по аналогии будет разрабатываться и муниципальная программа. Отличие их будет, соответственно, в целях, задачах и содержании, поскольку муниципальная программа будет регламентировать деятельность школы и взаимодействие школы, функционирующих в социально благоприятных условиях школ, достигающих низких образовательных результатов, с теми школами, лидерами муниципального образования, которые работают в сходных условиях, но достигают более высоких образовательных результатов. Итак, школьная программа разрабатывается совместно с муниципальным органом управления образованием на основе результатов самообследования школы, диагностики профессиональной компетентности учителей, диагностики предметных умений учащихся и других данных, которые могут быть представлены в процессе, которые могут быть получены в процессе внутришкольного мониторинга качества образования, а также в результате анализа, составления и анализа социального паспорта школы. Ответственность за организацию работы по созданию программы и качество эффективности ее реализации несет муниципальный орган управления образованием, как орган, который осуществляет функции и полномочия учредителя данной школы. Целью разработки программы является выявление комплекса внешних и внутренних факторов, обуславливающих наличие или неэффективное решение проблем школы, которая работает в определенных социальных условиях, и на этой основе разработка стратегии выхода из сложившейся ситуации. Я хочу обратить ваше внимание, что цель разработки программы и цель самой программы, то есть ее реализации, несколько отличаются по содержанию, потому что регламентируют разные процессы и разные действия. В программе необходимо для достижения этой цели представить ответ на 3 важных вопроса. Каковы сильные и слабые стороны школы, ее достижения и проблемы сегодня? Какой мы хотим видеть школу и ее выпускников в ближайшем будущем? Что и как мы сделаем, чтобы школа успешно перешла от своего сегодняшнего состояния к желаемому будущему? Программа разрабатывается для каждой школы индивидуально в соответствии с той структурой, которую мы рекомендуем. Ну, очевидно, почему индивидуально, потому что у каждой школы могут быть свои индивидуальные проблемы, у каждой школы своя специфика ее условий функционирования. Общая логика разработки программы улучшения состояния школы и ее результатов – это логика так называемого управляемого прогресса. Во-первых, первый шаг – это нужно провести необходимую диагностику и анализ тех данных, которые лягут в основу выделения проблемного поля, сильных и слабых сторон школы. Второй шаг – это выделение областей благополучия и проблем. Третий – это постановка первоочередных задач. На этом этапе проблемы и задачи ранжируются по степени значимости и по срокам их выполнения. Четвертый шаг – это планирование действий, необходимых для решения данных задач, преодоления выявленных проблем и определение промежуточных результатов относительно каждого действия. И последний шаг, если это необходимо, проведение коррекции плана, либо корректировки поставленных задач. Примерный план разработки программы представлен на слайде и предполагает выполнение 4 больших шагов, которые выделены в схеме цветом. Первый шаг – это проведение педагогического самоаудита, то есть анализа внутришкольной статистической информации, результатов внешних оценочных процедур, возможен анализ программы развития, локальных актов, социального паспорта школы, иных данных. Я особое внимание обращаю на разработчиков, на документ, который уже есть в вашей школе. Это программа развития вашей школы, частью которой может стать тот проект или подпрограмму, или в качестве подпрограммы, о которой мы сегодня говорим. Либо
Всю программу развития вашей школы, если других инновационных направлений вашей деятельности вы пока не видите, а особенно актуальным является повышение качества образования, для вашей школы именно повышение качества, всю программу развития целесообразно направлять именно на реализацию данных задач. Данный педагогический аудит может быть проведен на основе той программы, которую вы видите по дате, мы разрабатывали и утверждали в прошлом году, которая предполагала проведение самообследования школ с низкими результатами обучения, школ, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях. Здесь в программе представлена форма самообследования, форма оценки профессиональной компетентности учителей начальных классов, учителей русского языка и математики, но мы использовали данную методику и для оценки деятельности других учителей. Она не имеет предметной направленности. Вы видите, она выявляет уровень сформированности предметной компетентности, не относительно предмета, психологической, педагогической, методической и общекультурной компетентности. Третье – это форма оценки, представлена форма оценки уровня сформированности предметных умений учащихся 3, 8, 10 классов по 2 предметам – русскому языку и математике. Но данную форму вы можете заменить теми результатами, которые проанализировать те результаты, которые вы получаете по всероссийским проверочным работам, если ваши учащиеся в своем большинстве принимают участие в данных работах. Я имею в виду промежуточные, за исключением 4-9, которые обязаны принимать в ней в ВПР участие, я имею в виду учащихся других классов. И форма анализа качества школьной среды и управления. Но данную форму, последнюю форму, этот анализ вы практически будете сейчас проводить, когда будете заполнять ту анкету, о которой, опять же, говорила, которую представляла Марина Анатольевна Габова для отбора школ, участников проекта. Ну и результатом реализации данной программы является разработка комплекса адресных мер по повышению качества образования вашей конкретной школы. То есть итогом проведенного самообследования является как раз перечень тех проблем, которые выявляются, которые ложатся в основу разрабатываемой программы. В результате следующим шагом после педагогического аудита, следующий шаг – это выявление основных факторов, которые влияют на образовательные результаты и недостатков в работе администрации, учителей, педагогов, сопровождения психолога, педагога, организатора, социального педагога, если у вас есть не только штатные единицы этих специалистов, но и педагогические кадры, которые их занимают, сопоставление данных полей, данных факторов и формулирование на основе этого сопоставления проблем. Обращаю ваше внимание, что все проблемы, которые выявляет школа, делятся на 2 вида. Проблемы, которые школа должна решить, и проблемы, на решение которых школа повлиять не может. Данные проблемы тоже необходимо сформулировать. Как правило, это проблемы, которые лежат вне зоны действия самой школы, то есть в ее социальном окружении. Это безработица родителей, это социальный статус семей, отсутствие финансирования дополнительного для школы, которое зависит от финансового бюджетирования самого муниципального образования и распределения финансовых средств внутри учредителям внутри муниципального образования. Вот эти проблемы мы решить не можем, но мы должны их учитывать, поскольку они либо могут снизить качество нашей деятельности, либо наоборот повысить эффективность решения задач внутри школы. Определяется таким образом поле решения проблем, и вы видите по стрелочке, поле решения проблем складывается из тех видов проблем, которые школа должна решить сама. На следующем шаге определяются фактические учебные результаты и ожидаемые учебные результаты, то есть те результаты, которые мы по факту получаем на сегодняшний день, и те результаты, к которым мы хотели бы прийти, или те результаты, к которым предъявляются сегодня требования нормативными документами, в первую очередь федеральными государственными образовательными стандартами.
Вчера мы об этом говорили, что именно обращение внимания и приоритет результатов в деятельности администрации дает высокую эффективность в повышении качества образования. На основе сопоставления этих результатов, фактических и ожидаемых, мы формулируем задачи, которые потом переводятся в план действий либо мероприятий. Вот примерный план разработки любой программы развития, о каком бы проблемном поле мы ни говорили, и этот же алгоритм разработки мы кладем в основу, рекомендуем положить в основу разработки программ перевода школы в эффективный режим функционирования. Итак, остановимся на отдельно достаточно большом проблемном поле в деятельности рабочих групп. Это, собственно, определение факторов, которые влияют на образовательные результаты. Итак, вы констатировали, что в школе есть образовательные результаты, качество которых не устраивает ни выпускников, ни родителей, ни педагогов, ни вашего учредителя. Какие же факторы могут повлиять на повышение их качества? Исследованиями, проведенными Высшей школой экономики, вчера я много говорила об этих исследованиях, и именно в рамках этих исследований мы проводим свой проект, реализуем свой проект, были установлены основные причины формирования низких, получения, достижения низких уровней результатов. Я напомню, коротко, вчера мы об этом подробно говорили, внешними причинами устойчивого снижения учебных результатов школы и, следовательно, факторами риска возникновения кризисной ситуации может быть сложный социальный контингент, контекст деятельности школы и проблемный контингент. Внутренними же причинами, то есть состоянием внутренней среды школы, является комплекс таких типовых персональных проблем и аспектов школьной практики, как управление, преподавание и школьная культура. Предлагаемый нами подход к выявлению факторов, которые влекут за собой снижение образовательных результатов, строится на оценке влияния выявленных в школе проблем на результат учебной деятельности обучающихся. Еще раз напоминаю, что на часть таких эффектов школа повлиять не может, но их необходимо учитывать при проектировании модельного плана, который обеспечит переход школы в эффективный режим функционирования. Как правило, снижению учебных достижений школы, особенно сельской школы, сопутствуют следующие основные факторы. Ну и первый, вы видите, блок факторов – это контингент повышенной сложности. Именно этот блок является тем, который мы учитываем при разработке своей программы, но повлиять на который, к сожалению, мы не можем. Это высокая доля детей из неблагополучных и неполных семей. Мы понимаем, что мы не можем ее в сельской школе снизить. Это высокая доля детей из семей, для которых русский язык не является языком внутрисемейного общения. Высокая доля детей с особыми потребностями, с поведенческими проблемами, педагогически запущенных детей. Высокая текучесть и постоянный отток контингента – этот показатель особенно характерен для школ, которые находятся вблизи больших городов, например, Сыктывдинского, Сысольского района, которые расположены вокруг города Сыктывкара, Усть-Илимского района. И отрицательный отбор вследствие конкуренции – это задача для сельских школ, как правило, не характерна, если в селе, в населенном пункте нет большого количества школ, либо для каждой школы определен свой сегмент набора, территориальный принцип. Чаще всего этот показатель характерен для городских школ. И другие возможные характеристики, здесь я еще раз повторяю, что эти характеристики могут быть дополнены, могут быть конкретизированы, исходя из тех данных, которые вы собираете в своем социальном паспорте, и исходя из тех данных, которые вы получаете, которые существуют в вашем муниципальном окружении. Следующий блок факторов, который влияет на снижение качества обученности учащихся, это низкий кадровый ресурс. Этот блок, на который школа обязана повлиять, потому что именно от качества методической работы зависят данные характеристики, изменение данных характеристик. Во-первых, это низкий уровень преподавания, если он фиксируется в том числе методом наблюдения в вашей внутришкольной системе контроля, в том числе, если он может быть выявлен при оценке профессиональной компетентности по той методике, которую мы предлагаем в рамках самообследования школы.
Это использование педагогами устаревших учебных технологий и форм оценивания учебных результатов, неумение отслеживать индивидуальный прогресс ребенка, слабая связь с родителями, изолированность педагогов друг от друга, слабое развитие практики обмена опытом между учителями внутри школы и внутри муниципального образования, низкая мотивация к профессиональному развитию, незнание способов повышения учебной мотивации учащихся. Мы выбрали в этот блок максимально распространенные, особенно на территории Республики Коми, показатели низкого кадрового ресурса наших сельских школ и части городских школ. Третий блок факторов, которые влияют на образовательные результаты, это неэффективные управленческие стратегии. Я сразу оговорюсь, что данные показатели не имели изучения в школах на территории Республики Коми. Данный анализ школа должна самостоятельно провести методом наблюдения и самооценки деятельности как директора, так и его заместителей. Ну и какие-то показатели вы видите на экране. Низкие ожидания, то есть несоответствие целей современным требованиям и потребностям, отсутствие стратегии управления. Данный показатель может быть получен характеристика данного показателя может быть получена при анализе ваших стратегических документов, собственно, основных образовательных программ, программы развития, других локальных актов, которые вы разрабатываете для регламентации деятельности школы. Слабое руководство. Проявляется оно в том, что директор не занимает лидерской позиции, не сфокусирован на результатах работы педагогов, не готов предъявлять требования к персоналу. Это так называемая хозяйственная стратегия управления, о которой мы говорили вчера. Дефицит квалифицированных кадров, ограниченные возможности их ротации, показатель, который очень характерен для удаленных сельских школ, малокомплектных сельских школ. Слабая система внутришкольного мониторинга, слабая система воспитательной работы, недостаточная материальная база – 3 показателя, которые очень разнятся в разных школах в зависимости от финансирования и политики муниципальных органов управления образованием. И приоритет культуры низких ожиданий в отношении результатов деятельности школы, при которых нет стимулов к развитию как педагогов, так и самой школы у руководства. Последний показатель, мы понимаем, очень близко, тесно связан с первым показателем, собственно, с низкими ожиданиями, когда мы говорили о целеполагании. Итак, вот 3 характеристики, 3 блока факторов, которые анализирует школа, их наличие и их оценку. Как это проводится оценка, я покажу чуть дальше в экселевской форме, которую мы разработали специально для данного проекта. Их оценка влияния на результаты проводится с применением следующей схемы. 5 баллов ставится, если фактор оказывает сильное влияние, то есть между данным фактором и учебными достижениями учащихся вами выявляется прямая зависимость. И такие факторы в этом перечне есть. Но я еще раз повторю, что я покажу эти оценки, которые мы делали для конкретной школы. В вашей школе такие оценки могут быть расставлены несколько по-другому. 4 балла ставится, если фактор на образовательный результат имеет сильное, но косвенное опосредованное влияние. 3 балла выставляются при слабом прямом влиянии, 2 балла при слабом косвенном и 1 балл ставится, если вы наличие проблемы фиксируете, но вы понимаете, что данный фактор не оказывает влияния, ни сильного, ни слабого влияния на учебные достижения учащихся. Чаще всего 1 балл выставляется в тех проблемах, на которые школа повлиять не может. Например, у вас есть учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Вы организуете для них учебный процесс. Мы понимаем все сложности, с которыми сталкивается школа при организации реализации индивидуальных учебных планов для таких детей, для организации их присутствия на воспитательных неурочных занятиях в школе при определенных диагнозах, ограниченных возможностей здоровья. Вы фиксируете эту проблему, но мы понимаем, что в целом на качество обучения в школе, на уровень учебных достижений школы в целом, либо уровня образования, наличие данных детей и эти проблемы, которые с их обучением связаны,
связаны, никак не влияют. Поэтому только в данном случае мы можем поставить действительно 1 балл. В случае, если вы не задавались ли вопрос, можно ли поставить 0, почему нету такого балла, 0 балла не присутствует, потому что если вы не фиксируете влияние фактора, значит, у вас этого фактора, то есть этой проблемы как таковой вообще не существует. Следовательно, из перечня факторов в таблице, которую мы предлагаем для обработки, вы этот фактор просто убираете. И вместо него вы можете вставить тот, который был выявлен в процессе самообследования. Таким образом, после проведенной работы вы определяете ряд факторов, которые оказывают причин, проблем, которые оказывают существенное влияние на достижение образовательных результатов, достижение качественных образовательных результатов. В следующем этапе мы выявляем недостатки, собственно, самого образовательного процесса и его условий. Я представлю таблицу, в которой собраны основные показатели состояния школы, которые позволяют детально оценить качество ее работы. И при оценке их мы предлагаем определить уровень каждого показателя по условной шкале от 1 минимальный до 6. Это идеальный образцовый показатель, которому соответствует определенная оценка веса его влияния на решение тех или иных проблем. Обратите внимание, чем выше оценка уровня, тем ниже оценка влияния. Идет так называемый обратный просчет. Такая оценка поможет выделить приоритетные направления изменений, которые будет реализовывать школа в течение ближайшего времени. Ну и вот, собственно, та экселевская таблица, о которой я говорила, вот это показатели, и мы говорили об этих 3 блоках: управление, преподавание и школьная культура. Мы попробуем сейчас оценить для среднестатистической сельской школы, работающей в социально неблагоприятных условиях, достигающей невысоких образовательных результатов. Это действительно для большинства сельских школ у нас на сегодня определенные такие условия есть. Я не могу сказать, что большинство школ таких у нас в Республике Коми в сельских территориях находятся, но их наличие мы фиксируем. По итогам прошлогоднего мониторинга у нас на территории Республики Коми выявлено 73 школы, которые работают в неблагоприятных социальных условиях. Но из них только 53 школы достигают, из 73 53, достигают средних, ниже средних значений по республике образовательных результатов. И только 17 школ было выявлено с низкими образовательными результатами по итогам мониторинга прошлого года. Как работаем в этой таблице? Итак, показатель качества, его характеристика. Вот я нахожусь сейчас в поле, вы видите, выделено зелененьким, у меня на экране зеленым цветом, программа развития. Нам нужно оценить соответствие целей и задач деятельности школы по данному документу реальному состоянию школы. И мы понимаем, если программа развития на сегодняшний момент, согласно закону об образовании, разработана и утверждена вашим учредителем, следовательно, она должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляются, собственно, к программному документу и к содержанию, и к тем проблемам, которые были выявлены. Поэтому я предполагаю, что это явно сильные стороны, явно сильная сторона сегодняшних школ. Разработанная программа развития, ее цели и задачи должны соответствовать реальному состоянию школы. Поэтому это 5-й уровень, и оценка влияния на качество образовательных результатов только 2. То есть не очень сильная. Очень хороший уровень, очень хороший показатель и не очень высокое, не очень сильное влияние на низкие образовательные результаты. Не влияет. Практически вот мы понимаем, что 1 и 2 и 3, вот эти вот 3 балла, они будут иметь невысокий вес влияния на низкие образовательные результаты. Именно потому, что это очень сильные стороны школы. Учебный план в части школьного компонента, либо в новой терминологии нового закона и новых государственных образовательных стандартов, часть, формируемая участниками образовательных отношений, охват, сбалансированность курсов, часов по классам, по уровням образования, учет интересов учащихся при выборе элективных курсов и определение их учебной нагрузки.
Предполагаю, что большинство учебных планов сформированы здесь достаточно хорошо, потому что большинство школ прошли проверку качества образования, поэтому ставим здесь оценку 3. Кадровая обеспеченность, укомплектованность, соответствие образовательному цензу, наличие специалистов. Не уверена, что действительно большинство сельских школ очень хорошо обеспечены кадрами, знаем, фиксируем эти проблемы, особенно с точки зрения профессионального развития, наличия высшей квалификационной категории у учителей. Поэтому в данном случае я бы поставила оценку 5. Среднестатистической сельской школы, работающей в социально, напоминаю, неблагоприятных условиях. Развитие мотивации персонала, наличие графика повышения квалификации, адекватное положение о стимулирующих выплатах, понимая, насколько положение существующее далеки от реальной ситуации наличия денежных средств для выплаты этих стимулирующих выплат, мы бы поставили здесь тоже оценку 5. Это важная область в работе школы, вы видите, это 2-й уровень, но мы понимаем все сложности, с которыми сегодня сталкиваются особенно сельские школы. Внутришкольный контроль. Здесь не столько само осуществление внутришкольного контроля, сколько его регламентация, то есть должно быть разработано и положение о школьной системе оценки качества образования, в рамках которой проводится внутришкольный контроль, положение о мониторинге, положение, собственно, о самом внутришкольном контроле. Если локальные нормативные акты в школе разработаны правильно и соответствуют требованиям, современным требованиям документов, федеральных государственных образовательных стандартов, в первую очередь закону об образовании, конечно, предполагается, что сама деятельность, которая регламентирована данными локальными актами, осуществляется правильно, грамотно, то есть в соответствии, собственно, с этой нормативной базой. Следовательно, здесь мы можем поставить оценку 4, потому что это сильная сторона, но мы понимаем сложности, с которыми сталкиваются сегодня сами школы, и особенно административный персонал школы при невозможности довести внутришкольный контроль до логического завершения, то есть вывести выявленные проблемы в режим развития, то есть под каждую выявленную проблему разработать необходимый комплекс преодолевающих мер и действий. Педагогические и методические советы, соответствие тематике актуальным для школы вопросам. Достаточно хорошо сегодня проводятся эти формы, именно как формы и управления, и формы методической работы, поэтому здесь мы можем поставить, это сильная сторона большинства школ, сегодня разработкой занимаются и в рамках методических советов, методических объединений, других каких-то форм организации методической работы, и регламентируется работа педагогического совета школы как главного органа управления образовательной организацией. Поэтому мы можем поставить здесь либо 2, либо 3 баллов оценку, потому что определяем это либо как очень хорошую, как сильную сторону школы, либо как сильную сторону в важных областях работы, но при наличии тех аспектов, которые требуют улучшения. Еще раз повторяю, здесь школы самостоятельно определяют и оценивают качество управления по представляемым показателям качества. Вы видите, оставлено пустое поле 1.7, в которое вы можете дополнить тот показатель, который кажется вам наиболее важным именно в условиях вашей работы, именно вашей образовательной организации, который был выпущен в нашем перечне, опять же, потому что мы смотрели на среднестатистическую школу, опираясь на федеральные документы. Многие школы убирают из этого перечня какие-то, например, программу развития, как неактуальное поле деятельности, поскольку она разработана, реализуется, либо подходит к завершению реализации своей, если была разработана несколько лет назад. И вместо этого поля вставляют свой показатель. Это имеет право быть, то есть в этой же таблице мы работаем, и изменения, которые вы вносите на этой странице, будут отражаться на третьей странице, там, где проводится уже автоматический расчет оценки влияния этих факторов. Но к третьей странице мы еще вернемся.
Следующее. Качество преподавания. Оценивается, опять же, вы видите, по 4 предлагаемым показателям. Вы можете оценить их, вернее, видоизменить их на те показатели, которые вам кажутся наиболее важными. Что нами отобрано? В первую очередь в отношении оценки качества преподавания. Применение современных образовательных технологий. Насколько сильной является ли сильной данная сторона профессиональной компетентности, данная часть профессиональной компетентности именно ваших педагогов определяет школа. Насколько целенаправленно, по характеристике целенаправленно и целесообразно ли применяются современные образовательные технологии на конкретных уроках конкретными преподавателями. Мы ставим здесь оценку 5, поскольку знаем, насколько действительно сегодня в условиях разработки и очень быстрых изменений технологической стороны учебного процесса педагоги не успевают отслеживать за изменением алгоритмов, методов, не успевают осваивать те методики, которые сегодня предлагаются авторами, с учетом того, что в системе, в интернет-источниках очень много разночтений и противоречий в отношении алгоритмов и даже названий конкретных современных образовательных технологий. Следующий блок – это система оценивания. В условиях перехода на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов посмотрите, как меняются и ужесточаются требования к применению и контрольно-измерительных материалов, к разработке спецификаций каждой проверочной, каждой контрольной работы, к применяемым формам, адекватным получаемым новым образовательным результатам, которые выражены в деятельностной форме. Вот это все сегодня создает большое проблемное поле для разработки как педагогов, так и руководителей. Итак, характеристика, методы оценки, средства ведения учета, адекватность системы оценивания, в том числе соответствие годовых отметок, которые выставляет школа результатам всероссийских проверочных работ государственной итоговой аттестации. Сегодня мы фиксируем, что это одна из самых слабых зон в деятельности, особенно удаленных сельских школ. Мы имеем в виду среднестатистическую школу, поэтому не будем усугублять ситуацию 6 баллами. Явно слабые стороны, оценим ее на 5. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся, то есть обеспечение реализации различных возможностей и способностей учащихся, как в урочной, так и в неурочных формах работы. Вчера мы говорили о том, что на уровне Федерации и Республики Коми мы фиксируем в качестве проблемы снижение количества кружков, отсутствие разнообразия кружковой деятельности, видов секций, которые может организовать сельская школа. И мы понимаем, не потому что она не хочет это делать, а потому что она ограничена как в кадровых, финансовых, так и в материально-технических возможностях для осуществления этой деятельности, разнообразия форм, в том числе осуществления дополнительного образования. Поэтому данный показатель мы можем оценить как на 5, так на 4, в отдельных школах где-то и на 6 баллов. Мы говорим о среднестатистической школе, поэтому оценим ее на 4. Система работы с родителями, побуждение родителей к участию в учебе своих детей и в жизни школы, проведение совместных мероприятий. Особенно обращаю внимание на роль родителей, на повышение роли родителей и значимости их участия в профориентационной работе. Это архиважная сегодня задача, которую нужно выполнить каждой школе при подготовке условий к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Если родители, которые являются последним звеном в выборе ребенком профессионального учебного заведения, не участвуют в профессиональном самоопределении ребенка, по сути дела, на всей профориентационной работе школы можно поставить крест. Именно потому, что мы фиксируем, и это зафиксировано во всех исследованиях, которые проводились, в том числе на территории Республики Коми, на территории других регионов Российской Федерации, именно мнение родителей является тем толчком, который позволяет ребенку, вернее, на основе которого ребенок делает свой окончательный выбор, как профессии, специальности, так и учебного заведения, в которое он поступает. И мы понимаем, что если родители не участвуют в профориентационной работе школьника, своего ребенка, пока он учится в школе, вместе со школой, этот выбор может очень отличаться от того, к которому его подводила школа.
зная его способности, возможности, ограничения, в том числе по здоровью, в том числе по учебным достижениям. Итак, система работы с родителями сегодня должна в школе получить новое содержание, новые формы. И мы понимаем все сложности, с которыми сталкиваются школы, которые работают в социально неблагоприятных условиях, потому что именно с таким контингентом родителей, которые составляют так называемую группу риска, работать сегодня невероятно сложно, особенно в отношении профессионального ориентирования, профессионального личностного самоопределения, их обеспечения этого самоопределения их детей. Мы можем здесь оценить тоже на 4 балла, говоря о том, что это, вернее, на 5 баллов, говоря о том, что это важная область работы, но не всегда школе удается ее правильно, грамотно выстроить. Чаще всего именно по независящим от школы условиям, потому что таков контингент, окружающий ее контингент. Что еще можно сюда внести, опять же, оставлен на поле, либо вы решаете, что часть этих показателей вам не актуальна, поэтому вместо этого показателя вы можете вносить какой-то свой. Последний блок – это школьная культура. Особенности, то есть, которые определяют в основном особенности образовательной системы школы. Она состоит из системы внеучебных мероприятий, наличия комплексной системы воспитательной работы, проведения ее работы в школьных лагерях в течение года и так далее. То есть, собственно, внеучебные мероприятия, может быть, не школьные или внеклассные мероприятия. Вы обратили уже внимание, что следующим показателем будет система внеурочных учебных мероприятий, которые осуществляются по предмету. Мы их разводим. Итак, оценка внеучебной, то есть система воспитательной работы. Как правило, в большинстве школ Республики Коми традиционно сохраняются очень сильные традиции в воспитательной работе, особенно по направлениям гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, социального воспитания учащихся. Поэтому данным показателям, я думаю, нужно оценить достаточно высоко, потому что система работает, достигает своих результатов. Система внеурочных учебных мероприятий, наличие комплекса тех дополнительных занятий, факультативных олимпиадов, проектной исследовательской деятельности, которые осуществляет сегодня школа. Развивается, несмотря, скорее, вопреки существующим условиям отсутствия финансирования этих видов деятельности, отсутствия кадров, необходимых для этой деятельности, и либо при наличии кадров отсутствие их возможностей, то есть времени рабочего, особенно если школа работает в 2 смены, то есть нам элементарно не хватает помещений для организации подобных видов работы. Поэтому, понимая, опять же, всю сложность, мы можем оценить ее на 3 или 4. Еще раз напоминаю, да, это сильная сторона, важная область работы, но есть аспекты, которые требуют ее улучшения. Часть, если вы, возможно, тех аспектов, на которые школа может повлиять. Самоуправление и социальные практики, то есть наличие органов ученического самоуправления, участие учащихся в социальных проектах, волонтерское движение. Большинство школ принимает участие и организует эти виды деятельности, либо традиционно, поскольку они всегда были, если школа сохранила свою систему воспитательной работы по данному направлению еще с советского периода, либо в новых уже условиях создает и организует подобные формы работы. Особенно если эта школа единственный социальный институт на территории вашего населенного пункта. Просто у школы нет других вариантов, скажем так, работы. Поэтому здесь можно как сильную сторону оценить 1-2 балла, именно в зависимости от того качества, как вы эту работу организуете. Возможность для индивидуальной групповой самостоятельной работы учащихся, обеспечение безопасной инфраструктуры, 1 смена, работа в режиме полного дня, 2-разовое горячее питание. Обратите внимание, в прошлом году, когда мы работали с данными показателями, у многих руководителей возникал вопрос, почему именно такая характеристика для данного показателя. Я хочу обратить ваше внимание на не саму
часть этого показателя, индивидуальная групповая работа, а на ее характеристику самостоятельная. И мы понимаем, что дети вот эти вот виды групповой индивидуальной работы должны проводить в школе, именно в школе, организованной в школе, самостоятельно, вне учебное время, во внеурочных видах деятельности. И именно для организации вот этой вот самостоятельной деятельности учащихся нам необходимы те условия, которые перечислены в блоке характеристики. Это безопасная инфраструктура, это одна смена, то есть у детей должен быть доступ к помещениям, к материально-техническим условиям школы. И, конечно, школа должна быть просто открыта, либо обеспечена, если это школа полного дня, обеспечена горячим питанием, работа после обеда детей. В каких случаях эти возможности, для чего, собственно, эти возможности школа может использовать? При подготовке мероприятий, внешкольных либо воспитательных мероприятий. Дети организуют КВН, организуют практики, дети готовят проекты, разрабатывают свои исследования, встречаются с консультантом, с учителем как консультантом, либо встречаются на базе проводят заседания либо собрания органа ученического самоуправления. То есть, когда дети самостоятельно решают некие свои задачи, школьные задачи своего развития, своего самовоспитания, своего самообразования, но на базе школы, поскольку это регламентировано основной образовательной программой. То есть здесь не только некие социальные направления работы, но и учебное направление работы. Как правило, школы, особенно сельские школы с открытой образовательной системой, с открытыми чуть ли не круглосуточно дверями в школе, особенно для посещения детей, это сильная сторона для школы, поэтому мы оценим ее достаточно высоко. Обеспеченность образовательной, культурно-информационной среды, то есть обеспеченность литературой, программно-аппаратными средствами, системами учебных кабинетов, возможностью работать на компьютерах во внеучебное время, доступной сети интернет, особенно последняя позиция, мы знаем, в большинстве школ это большая проблема, и наличие необходимых материально-технических средств, то есть компьютеров, и доступ к интернету свободной свободной Wi-Fi зоны, либо свободной от фильтрации, с возможностью учащихся просмотреть какие-то видеоматериалы, участвовать в социальных проектах через социальные общешкольные детские сайты и так далее. Вот здесь есть определенные проблемы именно с техническим наполнением, с технологичным наполнением этого блока, поэтому здесь мы поставим достаточно низкую оценку, несмотря на то, что она 4, но она низкая оценка, еще раз напоминаю, по характеристике. Это когда сильная сторона несколько перевешивает слабость. То есть мы имеем в этом необходимость, но у нас не хватает недостаточно для этого средств. Это важная сторона. Еще один блок, еще один показатель – это возможность демонстрации результатов учебной и проектной работы в пространстве школы. Мы уже в предыдущих организовали систему внеучебных мероприятий, организовали дополнительные занятия по предмету. Мы говорили о том, что дети самостоятельно могут разрабатывать проектные исследовательские деятельности. И в данном случае определенные есть достижения у учащихся в предыдущих показателях, в предыдущих видах деятельности. Следовательно, нам эти результаты нужно в школе демонстрировать для того, чтобы повышать их и учебную мотивацию учащихся, мотивацию к собственному развитию, повышать имидж школы, демонстрировать эти результаты для родителей. Для этого нам нужны определенные условия: стенды, витрины, специальный раздел на сайте школы и так далее. Другие какие-то способы, которые школа может выбирать. Как правило, у школ такие возможности есть, поэтому мы в данном случае поставим очень высокую оценку. И инфраструктура для занятий спортом. Отдельный блок, связанный с необходимостью развития материально-технических условий, следовательно, с необходимостью поиска либо грантовых конкурсов, грантовых денежных средств, либо дополнительного бюджетирования.
других каких-то возможностей, сетевых форм и так далее. Здесь мы оцениваем по оснащению спортивного зала, пришкольных спортивных площадок, организации спортивных секций, спортивных мероприятий, еще раз напоминаю, в том числе с использованием сетевых форм. Если такая инфраструктура для занятий спортом и, следовательно, формирования здорового образа жизни, следовательно, укрепления, сохранения здоровья учащихся в школе есть, как правило, в сельских школах есть, мы оценим данный показатель достаточно высоко. Итак, мы проставили оценки. На первой странице мы оценили факторы, которые могут иметь влияние на снижение либо на повышение качества образовательных результатов. Проставили оценки, которые находятся внутри, на которые может повлиять сама школа, которые характеризуют ее управленческую либо образовательную систему. На второй странице этой таблицы, этого файла, это экселевская таблица, на второй странице вы видите те факторы, которые могут зависеть и от школы, низкие кадровые ресурсы, неэффективные управленческие стратегии, и могут не зависеть от школы, это контингент повышенной сложности. Здесь вы видите на экране у меня уже проставлены оценки, бальная оценка, представлены ее характеристики, мы видели на слайде, оценена, и мы понимаем, что вот оценена опять же для среднестатистической школы. Например, если в школе высокая доля детей из неблагополучных неполных семей, хотя я, честно говоря, не знаю в Республике Коми ни одного населенного пункта, ни одной школы, которая могла бы характеризоваться именно высокой долей детей из неблагополучных неполных семей во всем контингенте обучаемых. То есть вот эту вот, скажем так, характеристику высоты, насколько для школы эта доля, если такие дети есть, а как правило они во всех школах присутствуют, мы говорим сейчас о сельских школах, не о гимназиях, не о лицеях, которые ведут индивидуальный отдельный набор детей. Если такая доля детей у вас есть, школа самостоятельно определяет, насколько эта доля детей для вашей конкретной образовательной организации она высока. То есть мы здесь не можем определить, вот у вас 50% детей, и это высоко, у вас 10% детей, и это тоже высоко. Школа самостоятельно здесь определяет вот эту вот меру, исходя из чего? Оценку, вы видите, мы поставили здесь оценку 4, то есть это если такие дети есть, и их доля для вашей конкретной школы действительно считается высокой, то есть их результаты обученности действительно снижают общие результаты работы школы. То есть такие дети могут присутствовать, саккумулироваться, вот, по случайным совпавшим условиям, саккумулироваться в одной параллели, либо в одной возрастной группе, в одном классе, либо такие дети присутствуют в каждом классе. И мы понимаем, что один ребенок, например, и в классе, если 5 человек, он может существенно снизить качество обучения и успеваемость этого класса, даже при наличии одного ребенка. Вот при таком расчете, при таком раскладе, именно вот такой расклад нужно сделать и посмотреть на количественные данные таких детей из семей, для которых русский язык не является языком внутрисемейного общения, детей с особыми потребностями, то есть ограниченными возможностями здоровья, поведенческими проблемами и так далее. То есть весь вот этот вот блок оценки контингента повышенной сложности вы оцениваете именно исходя ваших конкретных условий и исходя из успеваемости и обученности этих детей, их данных, их влияния, от их оценок на общий фон образовательных достижений школы. Но мы понимаем, что вот последний, например, здесь показатель, да, отрицательный отбор вследствие конкуренции, мы понимаем, для сельской школы, как правильно, это не характерно. У вас может быть, например, если это 2 школы или 3 школы в населенном пункте, вы относитесь, например, к поселку городского типа, либо к поселку сельскому поселению, либо к районному центру, например, село Выльгород, 2 выльгородские школы есть, и они действительно могут конкурировать между собой по приему детей, например, на профильное обучение в старшей ступени. Поэтому в данном случае мы можем фиксировать наличие проблемы, но данная проблема действительно может не оказывать влияния на в целом уровень образовательных достижений на этом уровне образования. Вот. То же самое с наличием детей с ограниченными возможностями здоровья, мы уже об этом говорили чуть ранее. Низкий кадровый ресурс. И мы понимаем,
что вот оценка 5 сильное влияние, то есть прямую зависимость действительно фиксируем именно от качества преподавания, достижения детьми образовательных результатов. Чем ниже качество преподавания, тем ниже будут образовательные достижения учащихся. Мы, конечно, не говорим в данном случае о ситуации, когда дети получают высокие оценки, несмотря на низкое качество преподавания, благодаря, например, во внешних процедурах, благодаря наличию репетиторов, благодаря собственным способностям, своей усидчивостью, влиянию родителей, понимающих необходимость получения образования и дополнительно занимающихся, либо контролирующих учебную деятельность ребенка. Мы говорим вот сейчас именно о связке, не влияния дополнительных других факторов, а именно о связке учитель-ученик. Устаревшие учебные технологии и формы оценивания учебных результатов тоже имеют сильное влияние, но напрямую на качество образовательных результатов этот показатель не оказывает влияния. Он оказывает влияние на качество учебного процесса. И в свою очередь уже качество учебного процесса влияет на образовательные результаты. Поэтому в отношении этого показателя мы говорим, что это влияние опосредованное, то есть через учебный процесс. Неумение отслеживать индивидуальный прогресс ребенка, неумение учителя – это прямое сильное влияние, если такое фиксируется хотя бы в 30% представителей, у 30% представителей ваших педагогических кадров. Слабая связь с родителями – это тоже слабое, но прямое влияние на низкие образовательные результаты. Изолированность педагогов, слабое развитие практики обмена опыта между учителями, вы видите, это косвенное опосредованное влияние, либо сильное, либо слабое. В данном случае, еще раз повторяю, мы заполняли эти данные для конкретной школы. В вашей школе вы самостоятельно оцениваете влияние этих факторов на снижение результатов, исходя из тех условий, из тех результатов, которые вы получите в процессе самообследования. И неэффективные, несколько сложнее в данном случае будет оценить третий блок, это неэффективные управленческие стратегии. Вы видите, здесь практически только одна оценка говорит о прямом влиянии, о сильном прямом влиянии на снижение образовательных результатов. Это дефицит квалифицированных кадров и ограниченные возможности их ротации. Очевидно, если педагог не является предметником, специалистом в данной предметной области, но вынужден преподавать учебный предмет, потому что других возможностей у школы нет, это когда физик преподает биологию, когда учитель литературы преподает иностранный язык, когда учитель физкультуры преподает основы безопасности жизнедеятельности, не являясь предметником, не пройдя профессиональную переподготовку в данной предметной области, мы понимаем, что такие условия, такие условия напрямую могут, еще раз повторяю, могут влиять на снижение качества обученности детей. Конечно, при условии, опять же, при условии, что педагог не проявляет профессиональной компетентности, то есть вынужден преподавать, но не проявляет при этом необходимой профессиональной компетентности, как методической, то есть не знает методики преподавания данного предмета, так и предметной, то есть плохо владеет самим преподаваемым предметом. Это, конечно, касается не только предметников, которые заменяют отсутствующего работника, но и, собственно, предметников, преподающих свой собственный предмет. Поэтому это прямое и сильное влияние, если вот этот вот дефицит квалифицированных кадров у вас фиксируется просто фиксируется не просто в отсутствии, но еще и в той ситуации, о которой я рассказала, то есть в замене одного предметника другим предметником, вы оцениваете здесь, опять же, либо баллом 5, либо баллом 3, то есть это тоже это слабое, но прямое влияние. Оно не косвенное, вот в этом плане, об этом речь. А остальные слабое руководство – это когда директор не лидер, не сфокусирован на результатах работы педагогов, не готов предъявлять требования, то есть он не ориентируется на результаты. В данном случае мы говорим, что это слабое, но тоже прямое влияние на достижение результатов. Хотя здесь можно действительно рассматривать его как опосредованное влияние, и тогда мы поставим 4, в зависимости от того, в данном случае директор не
является лидером не только для педагогов, но и для учащихся, тогда это прямое. Если директор не является лидером для педагогов, тогда это посредственное влияние. Слабая система внутришкольного мониторинга, система воспитательная работа мы оцениваем. Если она таковая у вас есть, эта проблема может быть, но она действительно мало влияет, система воспитательной работы, на учебные достижения учащихся. Мы сейчас говорим про учебные образовательные результаты. Вообще в условиях ведения реализации государственных образовательных стандартов, вы знаете, образовательный результат рассматривается как трехкомпонентный: предметный, метапредметный и личностный. И именно последний блок достижения личностных результатов зависит от системы воспитательной работы, но оценивают деятельность школы и анализируем, вы видите, все-таки в основном и в первую очередь именно по предметным по предметным результатам, пока у нас и система государственной итоговой аттестации, система приема в высшее учебное заведение, сама система оценки деятельности школы не как социального института, а как образовательной организации, у нас идет именно по образовательным достижениям предметной направленности. Поэтому недостатки системы воспитательной работы, они, конечно, будут иметь, скажем так, очень серьезный эффект в будущей жизни учащихся, будут иметь серьезный эффект на снижение качества социального окружения школы, потому что нынешние выпускники, не воспитанные в стенах школы, становятся родителями и буквально через 5-10 лет приведут своих детей в школу. Вопрос дальше, как дальше с этим контингентом уже новых родителей школа будет выстраивать свои взаимоотношения. Поэтому мы можем фиксировать здесь и ставить здесь оценку И1, и можем, если все-таки вы наблюдаете подобные процессы, подобные тенденции в своем окружении, в своей образовательной системе населенного пункта, я имею в виду теперь более широкая образовательная система, вы можете оценить данный показатель и более высоко. Мы выставили, итак, возвращаемся к нашим оценкам, мы выставили эти баллы. Здесь в этой оценке, оценив их по итогам того анализа, который вы проводили в результате самообследования, по самонаблюдению своей деятельности, если мы говорим об управленческих показателях, на следующей странице вы видите эти расставленные баллы. У нас вот оценка факторов и вес показателя, о котором мы сейчас о котором мы говорили. Вот, эти баллы отражаются автоматически на третьей странице и перемножаются между собой. Желтым в этом поле выделяются те пересечения, эта методика называется методикой попарного сравнения, выделяются те зоны, которые являются проблемными для образовательной организации, которые имеют наибольшее влияние на снижение качества образования. И мы видим, что, например, самое первое пересечение – это кадровая обеспеченность, то есть дефицит кадров, либо профессиональная компетентность кадров, не соответствующая требованиям предмета. Она наиболее высоко здесь перемножается с детьми из семей, для которых русский язык не является языком внутрисемейного общения, то есть дети не владеют русским языком. Мы понимаем их перемножение, потому что и это для нас проблема, и это поле для нас проблема. Поэтому в первую очередь при поиске кадров нам нужно обращать внимание на обучение кадров работе с этими детьми, и в первую очередь речь идет об учителях, понятно, русского языка и литературы. Дальше. В данном случае, опять же, развитие мотивации персонала, система методической работы, поощрение, стимулирование деятельности педагогов по направлению данной деятельности. Освоение в этом же поле, применение современных образовательных технологий обучения этих детей, общение с этими детьми, выстраивание с ними развивающей воспитательной работы, система оценки деятельности этих детей. Мы понимаем, их несколько другие будут достижения, качество достижений будут несколько другие. Система работы с родителями этих детей и так далее. То есть вот если не являются проблемной зоной для нас, например, дети из неблагополучных семей, потому что мы оценили ее только на 4 балла, а не на 5, а мы берем крайние точки, то есть 5 и 6 баллов, перемножаются между собой и дают нам самую большую проблемную зону.
Вы видите, здесь 20 баллов, это тоже достаточно высоко, но это не та первоочередная задача, проблема, которую школа должна разрешать. Эти задачи, вот где 20 баллов на пересечении, можно выстроить во вторую очередь проблем и задач. Следующая в данном случае у нас проблема лежит в собственном низком кадровом ресурсе. И мы понимаем, что дефицит кадров влияет на качество преподавания в целом по школе и по данному предмету может влиять. Отсутствие мотивации персонала, стимулирования также может снижать качество преподавания. Ну и по аналогии вы понимаете, что вот идет оценка, данная таблица и данная методика попарного сравнения позволяет нам выявить те проблемные зоны и наглядно их увидеть, представить и сформулировать проблемы позволит именно показатели, которые характеризуют эти два показателя. То есть при формулировании проблем сильных и слабых сторон школы мы можем опираться на те характеристики, которые были представлены в предыдущих таблицах на первой и второй странице. Итак, желтым цветом выделены поля слабые места, проблемная зона в деятельности школы. Сильные стороны можно оценить или увидеть по самым маленьким баллам. Там, где у нас, вот мы оценили на 1 слабая система воспитательной работы, значит, в противовес мы понимаем, что это у нас сильная сторона, да, в противоречие сильная сторона, если перевернуть эту зону. Вот. И самой сильной она является по самому, ну, скажем так, маленькому количеству примножений. Самой сильной она является стороной, вот это балл, например, 1, самоуправление, социальные практики. Это сильная сторона школы. То есть школа организует самоуправление, у нее существуют органы школьного самоуправления детские, есть социальные проекты, школа выступает возможно, выступает как социокультурный центр в своем населенном пункте, и это самая сильная сторона, на которую можно делать ставку при работе, в том числе при повышении качества образования. То есть включать в эту уже существующую сильную работу, включать тех детей, кто находится в зоне риска, кто составляет контингент живущих в неблагоприятных социальных условиях, либо педагогически запущенных детей. И именно такую задачу может поставить перед собой школа с опорой на существующую систему. В качестве результата мы потом в плане работы увидим и такое мероприятие. Вот, анализ, очевидно, да, вот, что анализ подобный вот сильных сторон и слабых сторон, вот эта вот таблица позволяет наглядно их увидеть и сформулировать для разрабатываемой программы. Следующий шаг, который, вернее, еще раз повторю, завершается анализ вот этих вот факторов, их влияния и влияние на достижение ваших образовательных результатов. Либо вы выявляете сильные, если школа работает в неблагоприятных условиях, но достигает высоких образовательных результатов, вы выявите в этом анализе те факторы, которые позволяют вам это делать. И, следовательно, ставку в дальнейшем в будущем, либо в обобщении своего опыта вы можете делать именно на эти факторы, на ваши сильные стороны. И завершается анализ обобщенным перечнем основных проблем, ранжированных по значимости, а также формулировкой целей и задач реализации программы. Ну и основная цель, достижению которой подчинена вся программа, это, конечно, улучшение образовательных результатов в школе, если они зафиксированы низкие, либо повышение качества образования в целом в школы, работающей в социально неблагоприятных условиях. Мы понимаем, что сами социально неблагоприятные условия нивелировать либо изменить школа в окружении своем в большинстве случаев не может.
Не может, потому что, но она может повлиять на их изменения через органы государственной власти на муниципальном уровне, через советы депутатов, через организацию социальных акций, то есть становясь, собственно, действительно работая в статусе социокультурного центра своего населенного пункта. Но еще раз повторяю, данный вид деятельности должен обязательно быть поддержан как муниципальным органом управления образования, так и муниципальным управлением вашего района и населенного пункта. Для каждой образовательной организации эта цель, понятно, она должна быть сформулирована относительно той деятельности, тех проблем, которые вы выявили. Она должна быть конкретизирована в зависимости от типа школы, результатов, которые вы получаете по предметам, характеристики контингента ваших обучающихся. И смысл этой фразы «улучшение образовательных результатов» либо «повышение качества образования» отличается, по пониманиям, у городской и сельской школы, у сельской большой и сельской малокомплектной школы, у, например, городской школы и вечерней, работающей тоже в условиях города школы. Именно потому, что у них разные, у вас у всех разные условия, разные контингенты, разные и специфика, отличается спецификой вашей образовательной программы. Возможно, необходимо улучшить результаты по конкретным каким-то предметам, а не по всем. Возможно, это касается только конкретного уровня образования, например, только основного звена, где наибольший блок проблем находится, либо, например, только у старшего звена, где при переходе на организацию профильного обучения вы сталкиваетесь с большим количеством проблем и организационных, и содержательных. В любом случае, цель должна быть прописана адресно для решения проблемы вашей конкретной школы. Сейчас на слайде вы видите цели и задачи региональной программы. Я привожу их для примера, чтобы вы могли сориентироваться и по аналогии с этими формулировками, может быть, выстроить, опять же, с опорой на то проблемное поле, которое вы выявили, сформулировать свои цели и задачи. Ну, например, вот красным на слайде вы видите то, что однозначно не должно быть представлено в программах ни школьного, ни муниципального уровня. Повышение качества образовательных результатов чаще всего в школах Республики Коми, а мы видели это такие формулировки, просто перепечатанные без исправления в программах прошлого года, школы участников проекта прошлого года. То есть данная цель может быть конкретизирована, если вы оставляете ее. Повышение качества образовательных результатов учащихся не по конкретным предметам, не конкретного уровня, а всей школы, тогда вы называете конкретно именно свою школу. Школу и определяете дальше ее статус. Вы школа, которая относится к сегменту школ с низкими результатами обучения и функционирующая в сложных социальных условиях, либо относящаяся только к какому-то одному сегменту. У вас нет низких результатов, но вы функционируете в сложных социальных условиях. Или у вас хорошие социальные условия, вы это продемонстрировали в анкетировании, но у вас низкие результаты обучения. Вот дальше эта цель, еще раз повторяю, должна быть конкретизирована с точки зрения вашей конкретной школы и статуса, который вы получаете по итогам самообследования и анкетирования. Для муниципальной программы данная цель должна быть конкретизирована относительно, следовательно, тех школ, кто будет участвовать в проекте на муниципальном уровне. Либо в региональном проекте, либо в муниципальном проекте на этом уровне. Следовательно, здесь должны быть звучать школы конкретного муниципального образования, а не всей Республики Коми. И также определены сегменты данных школ. Задачи. Обеспечить повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров, она является общей. Еще раз повторяю, эта задача должна присутствовать в ваших программах, потому что без решения ее, без повышения уровня квалификации, под которым мы понимаем не только квалификационную категорию, не только прохождение курса повышения квалификации, но при преобразовании всей системы методической работы школы, ее корректировку, ее совершенствование, без этого практически невозможно достичь либо изменить что-либо в результативности образовательного процесса школы. Разработать и внедрить эффективные механизмы методической помощи. Эта задача работает в поддержку первой. И дальше опять же мы определяем конкретную школу и конкретный ее статус. Активизация деятельности общественно-профессиональных объединений педагогов по обмену опытом преодоления внутренних и внешних факторов, которые обуславливают низкие образовательные результаты. Данная задача должна быть
Обратите особое внимание на формулировку данной задачи. Она может быть не актуальна для вашей программы, тогда вы ее исключаете, формулируете свою, либо она может присутствовать только в муниципальном уровне программы и не присутствовать, потому что это необходимо создавать, например, муниципальные муниципальные методические объединения, как руководителей, так и педагогов, либо у вас не актуально, потому что у вас всего 3, 4, например, или 5 школ в муниципальном образовании, и вам нет необходимости создавать методическое объединение руководителей, вы убираете эту позицию. У вас созданы муниципальное методическое объединение педагогов, вам совсем не актуальна данная задача, но если они активны, они работают, они собираются, они эффективно обмениваются опытом. Либо эта работа вообще никак у вас не осуществляется, то есть у вас до сих пор нет муниципальных методических объединений, учителей-предметников и других категорий педагогических работников школ, тогда вам нужно не активизировать их деятельность, а создавать эти общественно-профессиональные объединения в рамках работы республиканских и направлять ее работу в рамках работы республиканских методических объединений. Следовательно, для муниципальной программы перевода школы в эффективный режим функционирования данная задача будет сформулирована несколько по-другому. Разработать и внедрить механизмы мониторинга результативности программ перевода. Задача обязательно должна присутствовать и в программах муниципального, и в программах школьного уровня, поскольку данные механизмы мониторинга результативности должны разработаться под каждую программу в зависимости от ее результата. Здесь действительно нужно это разрабатывать и внедрять отдельно для каждой школы и, следовательно, отдельно для каждого муниципального образования. Уточняется данная формулировка, опять же, с точки зрения самой школы и ее статуса, либо школ, которые включены в муниципальный проект. Распространить опыт. Здесь мы уточняем, если школа может сформулировать данную задачу, если ставит ее перед собой, то есть выявила на предыдущем этапе сильные стороны, сильные факторы, высокие образовательные результаты, следовательно, может распространить тот опыт, который уже имеет, либо тот опыт, который готова наработать в рамках с опорой на эти сильные стороны в рамках реализации данной программы. Следовательно, мы уточняем, опять же, здесь опыт конкретной школы по поддержке тогда уже не школ, а педагогов, обеспечивающих достижение низких, либо имеющих низкие результаты обучения, учащихся с низкими результатами обучения, либо работающих с детьми, живущих из неблагоприятных социальных условий. В общем, эта формулировка действительно может присутствовать не обязательно. Желательно, чтобы она присутствовала в муниципальных программах перевода школ, но не обязательно, чтобы она присутствовала в школьных программах. Еще раз это повторяю. Потому что это отдельный вид деятельности для школы, отдельная забота и организационная, и профессиональная. Но на самом деле мы действительно рекомендуем ее включать, поскольку этот опыт трансляции, особенно для педагогов, которые будут участвовать в реализации данной программы, либо в качестве субъекта ее реализации, либо в качестве объекта воздействия, то есть получат некий, скажем так, эффект повышения качества преподавания. Такой вид деятельности очень хорошо представляется, может быть представлен в том числе в аттестационном портфолио при повышении либо получении новой квалификационной категории. На основе выявленных в ходе анализа проблем, сформулированных целей, задач, определяются дальше показатели эффективности реализации программы. Мы этот блок сразу хочу предупредить, этот блок несколько выпустили в прошлом году, поэтому программы прошлого года проходили корректировку, возвращались на доработку школам. Поэтому в этом году мы заранее предупреждаем о том, что обязательно в программе должны быть выделены эти показатели эффективности. В зависимости от того,
как будет структурироваться ваша программа, вот эти вот блоки, которые сейчас у меня представлены на экране, управление, преподавание, школьная культура, образовательные результаты, здесь могут появиться, у меня выделено курсивом, надо бы еще и красным цветом выделить, обращаю ваше внимание, что здесь будут выделены те блоки, по которым будет структурирован ваш план мероприятий, либо эти блоки, либо по задачам, но об этом я скажу чуть впереди. Итак, из плана работы вытаскиваем наименование показателя, который будет сформулирован у вас относительно каждого действия. Для него предлагаем единицу измерения этого показателя. Что это будет? Количество учащихся, количество педагогов, количество уроков, другие какие-то единицы измерения, штуки, проценты и так далее. Дальше представляем фактическое значение данного показателя по итогам того учебного года, который является для вас опорным. Если вы разрабатываете, программу мы разрабатываем в этом году, у нас на 17-18 год еще нет фактических показателей, они будут чуть позже, в июне. Следовательно, мы опираемся на фактические значения показателей 15, 16, 17 учебного года. Дальше выстраиваем прогнозное значение показателя по итогам этого учебного года. Если вы успеваете за вторую четверть внести некие видоизменения в уроки, либо в работу с учащимися, с педагогами, которые отразится на повышении качества учебных результатов. Например, при прохождении промежуточной аттестации учащихся 2, 8 и 10 класса. Далее мы формируем прогнозное значение данных показателей по итогам следующего учебного года. И в зависимости от того, на какой период будет разрабатываться ваша программа, вы формулируете эти значения. Рекомендуем увеличивать на 1-2 шага эти значения, не адекватно оценивая возможности вашей школы, ваших педагогов, ваших условий и контингента, соответственно, контингента учащихся. Конечно, потребностей в этом развитии как самих учащихся, так и их родителей. Итогом аналитической, вот этой достаточно большой аналитической работы должен стать текст пояснительной записки вашей программы, который включает в себя анализ текущей ситуации, перечень сильных и слабых сторон образовательной организации. Для этого мы рекомендуем составить свод-анализ по его форме и технологии, формулировку основных проблем, которые оказывают влияние на учебные результаты учащихся. Их мы формулируем по итогам работы с экселевским файлом, ее 3-й страницей. И при этом необходимо помнить, что нельзя в этом разделе перечислять причины, которые находятся за рамками возможностей для их устранения. То есть мы здесь не перечисляем те проблемы, на которые школа не может повлиять. Следующий, после формирования пояснительной записки, определения целей и задач, мы приступаем, собственно, к разработке плана мероприятий. Планы мероприятий, сама форма разработки плана может быть разной. Вы видите у меня на экране сейчас практически вот форма горизонтальная, она может быть именно такой: действие, мероприятие, содержание, работа, ожидаемый результат, сроки выполнения исполнителей, минимально необходимый набор построения плана, но содержательно план может строиться по тем блокам, которые мы анализировали с точки зрения управления преподавания школьной культуры, либо с точки зрения тех задач, которые вы формулировали на предыдущем этапе для достижения целей. По задачам есть целесообразно формировать план работы по задачам только в том случае, если эти задачи не пересекаются между собой и решаются, то есть не реализуются, действительно не пересекаются по содержанию, а достигаются, скажем так, последовательно. То есть если задачи предложены вами как шаги, последовательно решаемые для достижения цели.
В этом случае целесообразно план мероприятий, еще раз повторяю, формулировать именно под задачи. Если все-таки у вас задачи сформулированы таким образом, что регламентировать деятельность по ним достаточно сложно, потому что они пересекаются по времени, по срокам, по содержанию, по исполнению. Они могут не пересекаться по результатам, но пересекаться по содержанию. Тогда действительно можно разбивать. То есть одна и та же задача может быть представлена как в блоке управления, так и в блоке преподавания, так и в блоке школьной культуры. И тогда целесообразно план мероприятий строить именно по блокам с тем сферам влияния, на которые будет направлена ваша деятельность. Содержание самого плана. При разработке содержания действий, мероприятий и формулирования ожидаемых результатов школа обязательно должна предполагать и иметь в виду, что мы формулируем перспективный план перехода школы в качественно новое состояние. И иметь в виду, что этот план действий должен привести к развитию школы. И в первую очередь за счет внутреннего потенциала самой школы. Поэтому, разрабатывая план, свое главное внимание обратите на политику и практику в области преподавания, политику и практику обучения как учеников, так и учителей, на результаты как учеников, так и учителей, школьную культуру, управление и, собственно, саму школу в целом. Ну и я хочу представить тот план мероприятий, который мы предлагаем как примерный для вывода школы из текущей ситуации. Но я хочу оговориться сразу, что данный план предполагает изменения и направлен именно на повышение образовательных результатов, то есть на повышение качества преподавания, работы управления, изменение системы управления школы. В данном плане практически не предлагается изменение ваших нивелирование, вернее, факторов, которые связаны с социально неблагоприятными условиями. В этом году план деятельности по выводу школы из социально неблагоприятных, нивелирование, вернее, план деятельности, направленный на нивелирование влияния факторов социально неблагоприятной социальной среды, будет разрабатываться на семинаре в апреле, на очном семинаре, который мы будем проводить, и на курсах повышения квалификации, которые мы будем проводить с руководителями в очном и в дистанционном формате, когда определимся со школами, участниками проекта этого года. Итак, этот примерный, еще раз повторяю, данный примерный план деятельности, который мы представляем, больше направлен, содержательно определяет деятельность школы на повышение именно образовательных результатов. Он достаточно большой, ну, вот большой с точки зрения того, что это 12-й шрифт, одинарный интервал, и поэтому здесь 14 и очень маленькие поля, поэтому здесь 4 страницы. Я представлю, не буду, сам примерный план будет лежать вместе с материалами, вместе с видеозаписью, под видеозаписью данного вебинара. Я хочу обратить ваше внимание буквально на блоки, которые сформулированы под в виде задач. То есть этот примерный план строится по форме задачной, не блоковой, да, управления преподавания школьная культура, а по задачам. Ну и первая задача, вы видите, сформулирована: повышение качества преподавания, освоение новых образовательных педагогических технологий. Связаны задачи мероприятия с ожидаемыми результатами. Еще раз напоминаю, что результаты по каждому прописываются по каждому пункту действий. Но вот в данном случае у нас представлен для пункта 1.2, 1.3, 1.4 один результат, одинаковый большой результат. 100% педагогов прошли обучение по выявленным методическим проблемам в рамках курсов повышения квалификации, это блок 1.2, либо в рамках внутришкольной системы обучения, либо в рамках неких внутришкольных кружков качества и так далее, профессиональных сообществ. Либо, если не 100% педагогов, потому что результат должен быть измеряем, или мы можем результат сформулировать как разрешение выявленных методических проблем не менее чем у 80% педагогов. Еще раз повторяю, эта форма, предлагаемая нами,
Ваша школа, ваша рабочая группа, которая будет разрабатывать программу, во-первых, должна сюда предложить те виды или оставить из предложенных, или сформулировать самостоятельно те виды мероприятий и действий, которые будут направлены на разрешение выявленных в вашей школе проблем, потому что они у вас могут иметь определенную специфику, и, следовательно, результаты, вот эти вот проценты и так далее вы можете предложить, исходя из своих имеющихся условий. То есть, например, не 100%, а 80%, и не у 80% педагогов, а, например, у 50%, если есть такая необходимость. Еще раз повторяю, это примерный план, который мы предлагаем. По поводу критериев, которые, вот, ожидаемых результатов, которые лягут в основу потом критериев эффективности реализации программы, показателей ее эффективности, хочется сказать что хочется сказать отдельно. Здесь нужно выбирать, и вы обратите внимание именно на количественные критерии. Вот я сейчас немножко буду говорить и продемонстрирую вам их, которые могут быть оценены в числах, долях, единицах и так далее. Например, критерием внедрения новой образовательной технологии может быть число или доля обучившихся педагогов или число или доля классов, в обучении которых реализуется данная технология. И при этом лучше выбирать идеальный вариант, когда выбираем критерии не по типу 0 единицы, например, провели, не провели семинар, хотя такое тоже возможно. Вот, например, вот у нас вот сейчас на экране, да, разработанные, принятые эффективные решения актуальных проблем, потому что мы проводим тематические педсоветы по актуальным проблемам, сюда их вставляем и разрабатываем, принимаем эти эффективные решения. Дальше ну, какой здесь вот может быть количественный результат, например, да, если вы предложите, например, в качестве количественного результата может быть сформулировано реализация или у меня это по-другому будет сформулировано, сейчас я это найду, достижение принятых решений, то есть выполнение принятых решений в данном случае, да, будет выполнение принятых решений этих тематических советов и, следовательно, разрешение данных проблем. То есть оценивается по количеству действительно штуками. Вы в решении педсовета вынесли определенные действия, которые нужно, необходимо выполнить. Далее пишется приказ директора, ну, обычная практика, пишется приказ директора о назначении ответственных по выполнению данных решений, и в течение определяются сроки, в которые они должны быть выполнены, и по истечении этих сроков проводится контрольная процедура оценки выполненных решений, выполнения и качества выполненных решений. Следовательно, здесь, вот в этом блоке, и может быть это сформулировано: доля или 100% выполнение принятых решений и оценка качества выполненных решений. Ну вот, разработка и реализация плана деятельности школьно-педагогических объединений по повышению качества предметного образования, профилактики школьной неуспеваемости. Следовательно, мы говорим о том, что это качество предметного образования должно повыситься на какой-то процент, на какую-то долю на уровне начального общего образования, основного общего образования. Вот здесь выпущено среднее общее образование, если вами зафиксировано некое проблемное поле и на данном уровне образования. И так далее. Вторая здесь задача в данном поле – это развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов. Эту задачу мы уже с вами говорили, ее необходимо оставить, но она уточняется с точки зрения тех проблемных зон, которые вы выявили. Следовательно, направлены эти инструменты будут именно на данные проблемные зоны. Что здесь может быть? Мы максимально постарались представить и оставили еще возможность для предложений, которые вы сами самостоятельно будете разрабатывать под свои проблемы. Это и исследование учебной мотивации, оценка индивидуальных прогрессов учащихся, исследование удовлетворенности родителей качественного образования, анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью определения зон затруднений. Вы уже проводите данные виды деятельности, следовательно, если фиксируются в вашей школе некие проблемы с результатами этих прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, либо несоответствием вашей внутренней системы отметки результатов, которые получают дети во внешних процедурах, этот пункт, следовательно, этот анализ результатов фиксации затруднений должна быть
в том числе затруднений педагогов, должна быть запланирована. Изучение социальной ситуации развития неуспевающих детей, формирование банка данных детей, которые составляют группу риска. Опять же, мы знаем, что этот вид деятельности делается, если в школе присутствует социальный педагог, либо его функционал перераспределен между классными руководителями. Организуется контроль за обучением школьников, которые имеют низкую мотивацию к обучению. Этот пункт плана, мы понимаем, связан с тем, пунктом, где мы проводим собственное исследование этой учебной мотивации. Может быть запланирован комплексный анализ деятельности всех учителей, либо только учителей начальных классов, учителей предметников, которые демонстрируют наличие либо отсутствие эффективности педагогической деятельности. Я не думаю, что в каждой школе их будет большое количество, но вот этот вот некий персональный внутришкольный контроль должен быть обязательно запланирован, вы его проводите, но должен быть обязательно запланирован в данной программе. Следующий блок – это развитие управления и лидерства. Если зафиксированы некие проблемы в блоке управления, где мы оценивали, помните, в том числе лидерскую позицию директора, его отношения. В данном случае нужно оценивать не только директора, но и его заместителей, их деятельность, их позиции, их отношение к результатам, их внимание и приоритетность в целях, задачах к результатам деятельности школы, к образовательным результатам деятельности школы. Совершенствование системы стимулирования, вовлечение педагогов в управление, разработка программы развития с учетом выделенных проблем направлений деятельности. Мы ставим разработку, в том случае вы можете оставить это отдельным блоком, в том случае, если ваша программа развития, которую вы сейчас реализуете, либо не соответствует, вы пришли к выводу, что она не соответствует содержательно тем задачам, которые вы сегодня выявили для себя, поставили, либо ваша программа развития завершает свое действие, вы стоите в ситуации, когда вам нужно разрабатывать новую. В данном случае мы говорим, что мы находимся, я уже говорила об этом, что мы находимся внутри либо одного из блоков. Вот сейчас, когда в этот проект вы включаетесь, вы можете находиться в одном либо из блоков этой программы развития вашей школы, либо одной из подпрограммы, либо, собственно, как раз ее и разработать, потому что вы видите, как много задач и проблем может быть выявлено и решено в рамках участия вашей школы в этом проекте. Использование технологии коучинга для повышения профессиональной компетентности административной команды школы. В прошлом году мы планировали, но у нас в связи с кадровыми перестановками в институте не получилось реализовать, довести до логического завершения данные виды деятельности. В этом году мы планируем организовать отдельно подготовку коучей, консультантов и наставников на базе института для работы в тех муниципалитетах, которые будут выбраны для участия в этом проекте. Поэтому данный вид деятельности вы можете для себя запланировать. Создание и поддержка сильных социально поддерживаемых традиций школы, организаций и так далее. Отдельный блок повышения учебной мотивации учащихся, коррекция моделей поведения учеников. Этот блок может быть связан как с социальной ситуацией развития учащихся, так и, собственно, с теми характеристиками контингента, которые вы анализировали в самообследовании. Мы оставляем, еще раз повторяю, мы здесь оставили максимально возможные виды деятельности. Если у вас, вот, например, ваше ученическое самоуправление, мы определяли уже, например, что у вас это сильная, если для вашей школы эта сторона сильная, следовательно, вам нет необходимости отдельно в этой программе ее планировать, организовывать, либо развивать. Она у вас и так уже сильная, она является фактором достижения высоких результатов учащихся, например, в социальном развитии, либо в достижении других личностных результатов. Поэтому этот блок можно здесь не планировать. В данном случае мы говорим о том, что этот вид деятельности вы осуществляете в рамках текущего функционирования. Организация проектной деятельности учащихся, если эти, опять же, механизмы у вас отработаны, они уже повышают учебную мотивацию, успешность учеников, также нет смысла ее планировать и организовывать в рамках данной программы.
Сюда, еще раз повторяю, вы оставляете только те вот мероприятия, действия, которые позволят разрешить именно эту проблему, то есть будут направлены на разрешение именно этих проблем, на нивелирование именно этой проблемной зоны. Следующий блок – это развитие взаимодействия с родителями и местным сообществом. И в данном случае, если мы говорим о том, что мы хотим нивелировать действие факторов социально неблагоприятной среды, этот блок нужно расширить, дополнить именно теми проблемами, которые будут выявлены вами, тем проблемным полем, которое будет вами выявлено самообследование. Изменение содержания образования мы практически не включали в самообследование этого блока, но включили его в план мероприятий, поскольку этот блок действительно нужно будет делать в условиях перехода на либо федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, то есть организация профильного обучения, либо в условиях изменения существующих государственных образовательных стандартов. Вы участвовали, принимали участие, знаете, что разработаны новые проекты, изменяющие содержание образования. Если проекты эти будут утверждены, об этом мы узнаем 23 марта, когда состоится заседание Совета по изменению новых государственных образовательных стандартов Министерства образования и науки Российской Федерации. Внимательно следите за новостями на сайте Минобра РФ. Вот, поэтому пока мы планируем, мы этот блок оставили, разработку нового варианта компонента основных образовательных программ, вариативного, либо его корректировку, разработку новых, либо корректировку содержания реализуемых рабочих программ, учебных предметов. Мы понимаем, что это изменение содержания образования, в том числе в условиях утверждения новых концепций преподавания учебных предметов, которые разработаны и сейчас ожидают своего решения на уровне Министерства и Российской академии образования, на уровне решений правительства. После того, как закончились выборы, после того, как будет сформировано правительство, после того, как на уровне страны будет решен вопрос об изменении либо неизменении образовательной политики на уровне страны, мы к этим вопросам изменения содержания образования обязательно вернемся. И очень надеюсь, что это будет еще в этом учебном году. То есть эти вопросы, очень проблемные вопросы сегодня государственной политики будут разрешены в ближайшее время. Связано это, понятно, будет в том числе с формированием нового федерального перечня учебников. И последний блок, опять же, очень важный достаточно большой и важный для школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, это развитие их социального партнерства, сетевого взаимодействия и развитие государственно-общественного управления в школы. Я не останавливаюсь отдельно на этом блоке, мы очень подробно с этим блоком будем работать на семинаре в апреле, когда определимся со школами-участниками проекта, потому что будут выбраны именно школы, работающие в этих социально неблагоприятных условиях. Здесь же хочу обратить ваше внимание на этот блок, разработанные в региональной программе перевода школ в прошлом году, на которую мы ссылаемся. Очень хорошо проработан этот блок с мероприятиями, но на сегодняшний момент у нас пока не определены школы, в которых мы могли бы этот блок реализовать, но он уже разработан. Здесь мы его пока вот не представляем. Итак, мероприятия, которые направлены на достижение целей и задач повышения образовательных результатов, качества образовательных результатов, мы понимаем, должны формироваться с использованием ресурсов и школьной, и муниципальной, и региональной системы образования. Поэтому на основе разработанного плана, составленного вами плана, мы рекомендуем продумать и понять, что школа может сделать сама и какая школе необходима для реализации этого плана помощь. Для этого следующим компонентом программы в этом блоке, в блоке планов, планирования реализации программы, предлагаем составить следующий формат
таблице, ответив для себя на следующие 3 вопроса. Что школа может сделать сама, что школе могут предоставить, какую помощь оказать на муниципальном уровне и какую помощь школе необходимо оказать на уровне региона. Ну и, следовательно, последние 2 вопроса, ответы на последние 2 вопроса лягут в основу в содержание этой таблицы. Кого в качестве исполнителей вы видите на уровне муниципального образования, на уровне республики? Это может быть и муниципальная методическая служба, наш Институт развития образования, Сыктывкарский государственный университет со своими замечательными студентами, либо преподавателями и так далее. Очень хорошая практика сегодня реализуется на уровне республики, так называемые методические десанты или педагогические десанты, которые осуществляют например, мы как институт организовываем, когда вывозим ведущих учителей определенного муниципального образования в другое муниципальное образование для работы коллег, например, в межмуниципальном, либо преподаватели университета со своими студентами выезжают в школы в учебное время, реализуя таким образом так называемый педагогический десант, реализует таким образом задачи как развития студентов, так и оказания методической, педагогической помощи, предметной помощи учителям школ, муниципалитет, в который они выезжают. Такая практика существует, она организуется. Если вы еще не этими возможностями не воспользовались, обязательно созвонитесь либо с нами, либо с отделом организационной работы самого Сыктывкарского государственного университета, либо с конкретной кафедрой, которая осуществляет педагогическое образование. Очень хорошие эффекты эта работа приносит. Итак, вот в эту таблицу, еще раз повторяю, да, можно ее запланировать не только с точки зрения межмуниципального общения, но и на уровне республики, не только с точки зрения Института развития образования, но и Сыктывкарского государственного университета, его преподавателей и студентов. Мы здесь формулируем исполнители, те действия и мероприятия, которые вы обсуждаете, либо предполагаете организовывать, либо хотели бы, чтобы с вами их организовали, назначаете сроки примерные, либо конкретные сроки их реализации и ожидаемые, предполагаемые результаты от этого взаимодействия, которые должны быть сформулированы как критерии успеха. Формулируем здесь, что именно необходимо, максимально конкретно. То есть если речь идет о модульной программе повышения квалификации, то, например, запрос идет, да, технология формирующего оценивания. Если речь идет о методике, то методика исследования учебной мотивации учащихся такого-то возраста. То есть максимально конкретно под те проблемы, формулируйте запрос под те проблемы, которые вы выявили в своей образовательной системе. От какого субъекта можно получить помощь, я уже сказала, это могут быть какие-то психологические центры, и наша задача как организаторов, реализаторов этого проекта найти вам необходимых специалистов для оказания этой помощи. Это могут быть специалисты РИЦОКа, если речь идет о системе оценки, КРИРО, университета, представителей либо учреждений профессиональных образовательных организаций, то есть среднего профессионального образования, если речь идет о реализации профильного обучения, проведения профориентационной работы и так далее, если будут выявлены, например, данные проблемы. В том числе в работе с родителями. Сроки обозначаем по полугодиям, на 3 года вперед, в зависимости от того, на какой срок, на какой период вы будете разрабатывать программу. Итак, общая структура программы должна выглядеть следующим образом. Паспорт программы по аналогии с паспортом программы региональной, пояснительная записка, в которой выделяются отдельно 3 блока, анализ ситуации, перечень основных проблем, целей, задач и реализации программы, план мероприятий для выхода из текущей ситуации, который в свою очередь состоит из 2 блоков, это план мероприятий или дорожная карта реализации программы и таблица с необходимой помощью, и последнее это показатели эффективности реализации программы. В
Возникали вопросы о необходимости либо включения еще одного блока, условия и ресурсы, которые необходимы, в том числе финансовые ресурсы, которые необходимы для реализации программы. Если такая необходимость у вас есть в обозначении необходимых ресурсов, то есть вы планируете, какие ресурсы, в том числе финансовые, в том числе материально-технические, вам необходимы для реализации программы, не в процессе разработки данной, не в процессе реализации этой программы, да, то есть программа направлена на достижение новых финансовых ресурсов, например, для организации вашей внебюджетной деятельности, для участия, например, вы планируете участвовать в каких-то грантовых конкурсах, это внутри программы. А вот для реализации, для организации, например, курсов повышения квалификации, для, например, создания каких-то внутришкольных ученических научного общества, учащихся, вам нужна закупка учебных кабинетов и так далее. Вот, то есть вам необходимы ресурсы какие-то для реализации программы. Вот это еще один отдельный блок, который тоже может быть выделен после показателей эффективности, то есть еще одна таблица, которая может быть вставлена после показателей эффективности реализации программы. Необходимые условия и ресурсы для реализации программы. Опять же, этот блок, вот все, о чем я говорю, что лежит за пределами, скажем так, того, что вы видите, будет прорабатываться в апреле на семинаре и в рамках курсов повышения квалификации. Итак, я представила общий алгоритм разработки программы перевода школы в эффективный режим функционирования. Еще раз повторяю, что сам процесс разработки программы будет проходить в процессе курса повышения квалификации очно на базе института, а также в системе дистанционного повышения квалификации КРИРО. Часть материалов для проведения необходимой аналитической работы мы размещаем в папке, сегодня по завершению вебинара, размещаем в папке материалов вебинара под видеозаписью вебинара. Вы можете скачать эти материалы. Остальные, собственно, учебные материалы будут предоставлены, соответственно, в учебном процессе, либо в системе дистанционного обучения, ну и, соответственно, либо в рамках курса повышения квалификации. И рабочие тетради, и вот эту вот экселевскую таблицу. Ну вот, решив вопрос, возможно, экселевская таблица вам понадобится сейчас для проведения этой аналитической работы, поэтому мы ее выложим вместе с материалами аналитическими, то есть материалами для проведения самообследования. Если вопросы... Вы видите, я выхожу из режима просмотра. Есть ли вопросы? По содержанию данного вебинара? На те вопросы, которые сейчас и вы видите на экране, материалы размещены и материалы вчерашнего вебинара, там не было дополнительных материалов, его нужно еще раз отсмотреть. Если есть необходимость в тексте, то есть, ну, мы понимаем, да, что я могу говорить быстро, сбивчиво, если вам необходим сам текст, потому что вы видите, что я опираюсь на текст своего выступления, если вам необходим сама текстовка, просьба написать организаторам, вам будет выслан текст непосредственно на почту, если есть такая необходимость. Обычно для того, чтобы уточнить какие-то позиции, мы еще раз обращаемся именно к видеозаписи вебинара. Есть такая практика. Мы завершаем работу. Я постаралась максимально уложиться в плановые 2 часа, памятуя о том, что и вы по времени ограничены, идет текущая своя деятельность. Если вопросов, я вижу, больше не возникает, вопросы у вас возникнут по ходу, и мы их будем решать либо в консультационном режиме по телефону, либо в переписке. На последнем слайде презентации, можно вернуться назад, вы увидите контактные данные организаторов конкурса, организаторов реализации этого проекта. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. Приятно было, спасибо за внимание, приятно было быть вам полезной.